Strangers in the night, exchanging glances, wondering... Новая детская площадка, которая была установлена в октябре прошлого года на деньги из депутатского фонда Алексея Мазурова, была представлена как безопасная зона для игр, оборудованная по всем стандартам. Лавочки, урны очень удобные. Сами вот здесь элементы, они такие, и качели отличные, и вот это вот хорошая вещь. На кадрах глава города Сергей Радонцев отчитывается перед депутатом, как были реализованы выделенные деньги. И ему вроде бы все нравится. Эта площадка сделана в густонаселенном районе. Я думаю, что она будет пользоваться спросом, и это для жителей города Озер. Очень радостно, что все это введено в строй. Но в минувшую пятницу крылатые качели чуть чудом не унесли жизни 3 девочек. Группа детей качалась вот на этих качелях. Я в тот момент, когда отвернулся, за своими детьми следил, значит, эти качели, услышал грохот, и эти качели, значит, уже оказались вместе с детьми вот на этой красной горке. Я подбежал, там девочки плакали, минимум 3 человека там пострадало. Значит, я девочку одну отнес вот на лавочку. Она сильно-сильно плакала, тряслась вся, то есть был сильный шок. Настя из 5-го дома, у нее болели коленки, она упала вот с этих качелей. Элис из 6-го и Юлия из 6-го дома, они качались все, качели упали, а Лиза подошла нечаянно к качелям, и качели ей как-то упали на лоб. Я увидела, что они все в крови, в синяках. Докатились, возмущаются родители. Ребенок может пострадать в собственном дворе. Не знаю, кто здесь проектировал, но действительно недоработок очень много. Я не знаю, где у нее вообще взяли сертификат на ее использование, кто следит за ее эксплуатацией, потому что она находится в ужаснейшем состоянии. Аукцион на установку детской площадки, который в 2014 году проводило городское поселение, выиграла тульская компания «Радуга». Но сегодня и она, и коммунальщики снимают с себя ответственность, мотивируя это тем, что качели использовались не только детьми, но и взрослыми. Большие детишки поломали, а потом еще дети маленькие сели, а там уже было уже отломано. Детская площадка для кого? Для маленьких детей, там до 12 лет. А когда ломают трубы, гнут и отламывают, это уже дети такие. А собственно, где написано, что площадка только для детей, сюда же не запрещено ходить взрослым и уж тем более кататься на качелях. Вместе с начальником территориального отдела номер 41 Госадмтехнадзора Московской области Александром Старостиным мы пытаемся выяснить, с кого спрашивать за порядок в песочнице. За эксплуатацию этой детской площадки отвечает муниципальное предприятие РЭО, которое должно ежедневно проводить контрольный осмотр игрового оборудования, его исправность и содержать эту площадку в надлежащем санитарном состоянии. Только за прошедшую неделю муниципальное предприятие РЭО было привлечено к административной ответственности за надлежащее содержание детских игровых площадок 2 раза. Общая сумма штрафа составила 20 000 рублей. Данные качели, если посмотреть, та балка, которая оборвана, оборвалась вот эта балка, на которой были тяжелые лодочные качели. Изначально крепление на сварке вот этой опоры уже неправильно. Вопрос не был бы столь актуальным, проходи каждая карусель сертификацию и инвентаризацию, и не просто на бумаге. Но кто думает о безопасности, когда в цепочке появляются слова «тендер» и «откаты»? Ну, слава богу, что девочки к больнице не обращались, ну, в смысле родители не обращались, и здоровью тоже ничего не угрожает. Да, слава богу, что дети отделались ушибами. А родители, будь чуть порасторопнее, зафиксировали бы травмы, обратились в правоохранительные органы, и тогда можно было бы привлечь виновных к ответственности. Я могу сказать, что можно, конечно, хлопать в ладоши, там, фотографироваться на фоне новой площадки, но лучше бы было в рабочем порядке следить за тем, что здесь происходит и как она эксплуатируется. Полная какая-то безответственность. Для того, чтобы исключить подобные случаи, будет приглашена и администрация городского поселения, и представитель муниципального предприятия РЭО по данному факту, то, что произошло здесь на площадке.